Уже 12-й год подряд в селе Диноморское проходит всероссийский конкурс «Студенческий лидер», собирая самых активных и талантливых студентов со всех округов России. А давайте посмотрим, как это было в прошлом году. В 2013 году активисты профсоюзных организаций из 7 федеральных округов России собрались на Черноморском побережье поддержать студенческих лидеров своих регионов, а также пройти образовательную программу, подготовленную организаторами всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Первый конкурсный день участники представили свой автопортрет, затем состоялось правовое ориентирование, где рассматривали знания финалистов в области законодательства, их умения и навыки разрешения спорных ситуаций. Далее участники выступили с эффективной презентацией, направленной на выявление способностей в доступной форме донести до аудитории необходимую информацию. Без сомнений, настоящий лидер должен вести огромную общественную работу, уметь руководить людьми и находить общий язык с администрацией учебного заведения. Заключительный конкурсный день проходил в 3 этапа – прав-тест, блиц-опрос и конкурс-сюрприз. Для умных, активных, увлеченных профсоюзной деятельностью ребят каждый день проводились не только мастер-классы, но и встречи с известными людьми, которые многого добились в жизни и могут поделиться своим опытом и знаниями, а также ответить на все вопросы, касающиеся сферы их деятельности. Также для участников смены были организованы образовательные модули, стипендиальное обеспечение, органы студенческого самоуправления, вопросы организации проживания обучающихся в общежитиях вузов. Задача студентов заключалась в том, чтобы максимально усвоить и запомнить всю полезную информацию. Помимо этого, активисты различных вузов страны дни и ночи готовились к различным заданиям, и каждый из них внес частичку себя в поддержку лидера своего региона. На память все участники оставляли свои пожелания на баннеры под названием «Мысли вслух», разноцветными маркерами, с улыбкой вспоминая прошедшие дни. По традиции, в последний день смены на территории студенческого спортивно-оздоровительного комплекса Донского государственного технического университета «Радуга» финалисты собственноручно сажали деревья. Так называемая аллея лидеров – это отличная возможность войти в историю конкурса профсоюзных лидеров. Данный конкурс направлен не только на определение победителя. Одна из его основных задач состоит в том, чтобы ребята поделились опытом деятельности профсоюзов друг с другом, проблемами и способами их устранения, новыми идеями и проектами по их реализации. Студенческим лидером 2013 года стала Татьяна Старова, представитель Приволжского федерального округа. А финалистов этого года ждет насыщенная программа, где нужно будет продемонстрировать собственный взгляд на самые актуальные вопросы студенчества. Кто же станет студенческим лидером 2014 и проявит себя на все 100%, мы узнаем совсем скоро.